Свой день народження 115-й зенітно-ракетний полк сустракає обновленим. Молодое пополнение 2 тижні тому прийняло присягу. За плячима початкова воєнна підрихтовка. Зараз засвоєння спеціальності. Некоторые одразу обрали контрактную службу. Разом з новобранцями і ті, хто ази військової служби уже добре засвоїв. Призвался в мае 2020 года. Соответственно, служу уже 7-й месяц у меня служба идет. И в целом, конечно, это очень положительный опыт. Есть свои плюсы, есть свои минусы, как и везде, но армия, безусловно, дает мне очень много положительных вещей, которые я в будущем, конечно, буду использовать как какой-то жизненный опыт. І гэты вопыт ёсць адкуль пераймаць. 115-й зенітна-ракетны полк неаднаразова ўваходзіў у шэраг лепшых вайсковых часцей военно-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Беларусі. Прымае актыўны ўдзел у рэспубліканскіх і міжнародных вышэннях. Буйныя планы і на год наступны, якія ва ўзброеных сілах нашай краіны аб'яўлены годам баявой гатоўнасці. У перспектыве ўдзел у сумесна беларуска-расійскіх вышэннях «Захад-2021», тактычнае вышэнне з баявой стральбой на полігоне Ашулук у России и іншие. На плечах военнослужащих ВВС войск ПВО, в том числе и нашего полка, возлагается ответственная задача по охране воздушных границ, по охране неба нашей страны, неба Брещины. И, безусловно, в этом предстоящем учебном году все поставленные задачи, которые стоят перед полком, будут выполнены с высоким качеством. Для этого в полку есть все необходимое, современное вооружение, военная техника. До дня народження полка творчий подарунок зробила концертна група паветрано-узброєних сил войск супрацьпаветраної обороны. Оркестр выступил с концертом. Состоит программа из нескольких блоков. Один из этих блоков, конечно же, о Великой Отечественной войне, блок об армии, блок о родине. Программа нацелена на формирование, конечно же, ценностей, любви к родине и почтение памяти наших предков, которые воевали, которые завоевали для нас этот мир. А захаваць мирное небо задача сённяшніх вайскоўцаў. У 115-м зенітна-ракетным полку упэўнены, што і ў новым 80-годдзі частка справіцца з гэтай задачай на выдатна. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».